преддверии празднования Дня города Якутска сегодня открылась доска почетных жителей столицы. Одного из них мы пригласили в нашу студию. В эфире программы «Актуальное интервью». Я Андрей Погорелов, и мы обсуждаем самые главные и самые важные темы. Сегодня гость нашей студии – почетный житель Якутска Виктор Шепелев, заместитель директора по научной работе Института мерзлотоведения. Виктор Васильевич, здравствуйте, рады приветствовать вас в нашей студии. Вы являетесь почетным жителем города Якутска. И, конечно, вот нельзя не спросить, сколько лет вы живете в Якутске и как изменился Якутск за все это время? Ну, я уроженец города Якутска, а мне сейчас 76 лет. Но вот 76 лет, за исключением годов учебы за пределами Якутска, но в итоге получается около полувека. Ну, сильно ли Якутск изменился за это время? Ну, конечно, капитально изменился. Изменился и по численности, изменился по архитектуре, изменился по качеству жителей, что ли, так будем говорить. Сейчас Якутск – это, по сути дела, научный город, очень много научных учреждений, образовательных учреждений. А если взять 40-е, 50-е годы, то здесь был только один педагогический институт, и все, по сути дела. Так что очень существенно изменился. Вот эти вот изменения, которые произошли, они вам больше нравятся, импонируют, вы их понимаете? Ну, вот современное направление, да, ведь все-таки мы тоже не стоим на месте. Молодежь, вот вы видели, наверное, даже на нашем здании, там картины рисуют, понятны ли они вам, понимаете вы их, согласны ли вы с нынешней молодежью? Нет, конечно, то, что молодежь приезжает в Якутск из сельских районов, в общем-то, понять можно, но мы просто немножко оголяем сельские районы. Молодежь должна быть и там, она должна быть и здесь. Но интенсивное увеличение численности города, конечно, с одной стороны, понять, конечно, можно, но с другой стороны, с экологической точки зрения, это, в общем-то, не совсем хорошо, так будем говорить. Потому что вот интенсивное расширение города, оно увеличивает нагрузку на природу. А природа у нас в Якутске какая? Это вечная мерзлота и связаны с ней процессы. И естественно, что когда вот такая нагрузка идет, техногенная, антропогенная, на вечную мерзлоту, то вечная мерзлота начинает немножко сдавать, так будем говорить. Она огрызается, так можно сказать. Это, значит, проявляются такие негативные процессы, которые ведут к разрушению инженерных сооружений, даже к катастрофам зданий. За всю историю существования города вот, по вине, значит, вот, вечной мерзлоты было разрушено около 20 зданий. То есть это очень серьезное. По мнению таких серьезных экологов, которые работают у нас в Якутии, вот экологическое состояние города очень напряженное. Так что это как бы двойной такой. Ну, а из позитивного что можете отметить? Ну, из позитивного то, что Якутск становится центром не только республики вот в таком управленческом виде, но и центром научным, центром молодежным, центром спортивным, центром технологическим, инновационным центром, то есть вот таким притягательным центром. Виктор Васильевич, но у вас есть ли излюбленное место, может быть, места, чем они вас привлекают? Ну, излюбленное место у меня, естественно, это район нашей мерзлотки. Это уникальная такая территория, которой, в общем, свойственна своя специфика, и которую, в общем-то, любит всех, кто там живет. Вот чем вас привлекает этот район? Вот он вас манит, тянет там и работа? Ну, манит тем, что там природа еще не совсем разрушена, так первично я имею в виду природа. Это раз. Во-вторых, мы добавляем в эту природу собственный труд, то есть мы делаем посадки, сами следим за выкашиванием травы там и так далее, то есть сами вкладываем свой труд. Естественно, те места, где ты вкладываешь свой труд, они наиболее притягательные, ну, означает близки тебе. То, что вы сейчас сказали, что в столице вы бы хотели видеть, наверное, больше
зеленых газонов, деревьев больше. Конечно, конечно. А что мешает, в общем-то, вот то, чтобы зеленая территория города росла по площади, так же, как, например, и численность людей увеличилась? Это мешает то, что у нас в экологическом отношении очень засолены, так будем говорить, почвы, засолены грунтовые воды. Есть такое понятие криопеги. Криопеги – это соленые холодные воды. Вот они не промерзают в наши суровые зимы, остаются, и за счет этого их минерализация постоянно растет, но и за счет загрязнения стоковыми водами, сточными водами, канализационными водами. И вот эти криопеги, площадь их расширяется по площади, и в глубину они начинают уходить. То есть они начинают съедать вечную мерзлоту. Они съедают не только вечную мерзлоту, они съедают и фундаменты. Вот площадь этих криопегов достаточно большая сейчас. И вот, к сожалению, не откартировано. Строить на этих местах очень опасно. Высаживать зеленые насаждения на таких участках тоже опасно, потому что корневая система деревьев, как только 2-3 года через 2-3 года после посадки начинает углубляться и достигает вот этих криопегов, сразу же погибает, потому что... Что тогда нужно изменить-то вот в плане проектирования, строительства, Тут высаживания? Не в плане проектирования и высаживания, потому что как не высаживать зимой или осенью, вернее, весной или осенью, все равно дерево, вот, как говорю, что корневая система как достигает этих участков, они сразу погибают. Здесь нужно проводить водоотведение, то есть канализацию, ливневку. Это проблема номер 1 для города. Посмотрите, после каждого дождя у нас Венеция на улицах города становится. Почему? Потому что нет дренирования. Сама поверхность территории города Якутска, она, в общем-то, как стол, не течет вода. Естественный сток, который был в городе 50-60 лет тому назад в сторону Лены, он полностью перекрыт дорогами, насыпками на территориях строительства зданий там, и так далее. То есть у нас, естественно, стока нет. Поэтому природа сама просит помочь ей убрать воду лишнюю. Ну вот эта тема, она достаточно-таки актуальна, и автовладельцы постоянно жалуются, потому что после, даже не обязательно, что дождь прошел большой, длительный, есть такие, вот, скажем, ну, традиционные, если так грубо можно выразиться, места, где лужи постоянно скапливаются. И можно ли вот в условиях все-таки нашей вечной мерзлоты, а ведь в основном чиновники, которые занимаются этим проектированием, строительством, они говорят о том, что большую часть лета все-таки у нас почва замерзшая, и в воде некуда уходить. Можно ли как-то обойти эту проблему и каким-то иным способом сделать? Как вы говорите, это раньше было естественное отвода. Естественный отвод сейчас не получится. Нужно искусственный, естественно. А искусственное – это искусственное дренирование. Нашим институтом были разработаны, в общем-то, схемы и технология, значит, вот как бороться с повышенной обводненностью, подтопляемостью территории города. Но пока эти разработки еще не внедряются, что ли. Мы, значит, обращались к руководству города с тем, чтобы какой-то выделили экспериментальный участок, чтобы опробовать нашу технологию, допустим. Если она подойдет, будет эффективно работать, то можно ее распространить на всю территорию города. Но пока это, в общем-то, они соглашаются. И, наверное, скоро мы, в общем-то, начнем реализовывать. Вот сейчас актуальна тема 203-го микрорайона. Очередной дождь проходит, там размывает дорогу. Опасно ли там строить сейчас? Народ тоже думает, купили там квартиры, покупать, не покупать, можно ли там жить? И вот эти вот обсуждения, вот они идут, и вот можете развить вот эти вот мифы, можно ли там жить и строить? Ну, строить, конечно, можно. Мы, в общем-то, хотя изначально мы были против строительства 202 и 203 микрорайонов, но потом, так как решили, в общем, руководство города строить там, наш институт подключился, мы принимали участие в обосновании изыскательских работ там и так далее.
В принципе, вот на 202 и 203 микрорайоне обязательно нужна вот система водоотведения, потому что там основания песчаные грунты, и причем они в большинстве случаев там находятся в талом состоянии. Поэтому любой дождь, он будет проходить, инфильтроваться в грунт и скатываться, в общем-то, по уклону местности, вынося не только, значит, воду, но и песчинки там и так далее. То есть могут происходить вынос суффузионный, а это, в общем-то, опасно. Поэтому для того, чтобы не было вот таких вещей, как произошедшие вот после дождя, нужна система водоотведения, сбора осадков с крыш обязательно зданий, чтобы они не произвольно уходили в грунт, а по соответствующим лоткам уходили туда, куда им нужно. Виктор Васильевич, ну мы, конечно, рады вас видеть в нашей студии, поэтому хотелось бы задать вот следующий вопрос. Вы являетесь редактором журнала «Наука и техника» в Якутии, да? Вот как вы все успеваете делать, какие публикации ожидают в ближайшее время читателей? Ну, я вот принес один из последних номеров журнала. Что в нем можно найти? Да. В нем можно найти очень много для любопытных, любознательных людей. Это уникальный журнал, который выписывает в настоящее время около 25 районов республики, улусов республики. Читают его и в Москве, и в Новосибирске. Давайте покажем телезрителям, развернем его. Так как он имеет электронную версию, то, естественно, читатели, в общем-то, даже читают его за рубежом. Отклики на этот журнал приходят из Израиля, из США там, и так далее. Тематика различная для всех, в общем-то, людей, в общем-то, можно найти свои интересы. Очень много пишем мы в этом журнале, естественно, о городе Якутске, о тех конференциях, которые проходят в Якутске, о тех проблемах, которые, особенно о экологических проблемах. И вот Арктика, она очень сильно же интересует иностранных ученых. Вот какое идет сотрудничество? И, может быть, какие-то публикации тоже можно найти? Да, публикации по Арктике и сотрудничеству. Здесь у нас есть и такая рубрика «Международные связи», где вот мы рассказываем о связях якутских ученых с иностранными учеными, особенно вот с теми, кто проводит исследования в Арктике, в арктической зоне. Наш институт принимал участие в строительстве и вот в проведении исследований на научно-исследовательской станции на острове Самойловской, наверное, слышали об этом. Вот ежегодно на этой станции съезжаются те исследователи, которые, в общем-то, интересуются Арктикой и ее изучением. Виктор Васильевич, большое вам спасибо, потому что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Поздравляем вас с предстоящим днем города Якутска. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был почетный гражданин города Якутска, заместитель директора Института межзвездноведения Виктор Шепелев. Оставайтесь на нашем телеканале.